Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – основные виды деятельности детей в детском дошкольном учреждении. План. Виды деятельности: игровая деятельность, двигательная деятельность, музыкальная деятельность и изобразительная деятельность детей дошкольного возраста. Дети дошкольного возраста все время вовлечены в какую-либо деятельность. Они бегают, играют, рассматривают различные картинки, книжки, хотят мыть посуду, постучать молотком и так далее. Все виды деятельности дошкольников разнообразны, и все они жизненно необходимы. Различные виды деятельности дают возможность детям дошкольного возраста активно познавать окружающий мир, то есть пробовать свои силы, приобретать новый опыт. Под детской деятельностью понимается процесс образованный потребностью и конкретными действиями. В идеале еще важен результат, сверенный с началом желания, то есть получилось то, к чему он стремится или нет. Но дети дошкольного возраста далеко не всегда ориентированы на результат. Им полезны непосредственные действия, к которым они испытывают интерес. Особая ценность деятельности состоит в том, что идет двухсторонний процесс. Развиваясь, дошкольник научается выполнять более сложные действия, и, включаясь в деятельность, он погружается в условия, стимулирующие его развитие. Виды деятельности детей в детских дошкольных учреждениях. Это двигательная деятельность, игровая деятельность, исследовательская, познавательская деятельность, коммуникативная деятельность, изобразительная, трудовая деятельность, музыкальная деятельность, конструирование и перцепция литературы и фольклора. Игровая деятельность – это основной вид активности дошкольников, нацеленный на процесс работы отличающийся тем, что малыш принимает условную ситуацию. Игры творческого характера, сюжетно-ролевые игры, в которых дети играют социальные роли и опираются на свой собственный опыт. Игры с материалами для строительства, то есть конструкторами, материалом природного происхождения, импровизации, игры с установленными условиями или правилами, то есть это дидактические игры, нацеленные на освоение, отработку и закрепление знаний, навыков и умений, развивающие. К ним, например, относятся кубики Никитины, кубики Зайцева, Воскобовича и так далее. Подвижные для реализации потребностей малышей в движении и интерактивные, то есть стратегии, обучающие, нацеленные на развитие мышления и логики детей. Двигательная деятельность помогает малышам реализовывать двигательную функцию, за счет этого решаются двигательные задачи. Формы работы с детьми – это гимнастика. Здесь можно определить бег, ходьба, строевые задания, упражнения с блоками движений спортивного характера и хореографические движения. Игры – это подвижные, хороводные игры, экскурсии, походы и так далее. Пальчиковые игры, нацеленные на развитие и разработку мелкой моторики, ритмопластика и катание на санках, лыжах, самокатах, то есть сезонные игры. Музыкальная деятельность – это вид деятельности, который дает ребенку возможность быть в позиции творца, исполнителя или слушателя. Здесь мы говорим о эстетическом развитии детей. Изобразительная деятельность, предполагающая создание материального продукта творческого осмысления реальности. Форма работы с детьми – это рисование, аппликация, лепка. Дизайн – деятельность, предполагающая создание объектов для оформления предметно развивающей среды.
То есть любой вид деятельности, который используется в детских дошкольных учреждениях, является неотъемлемой частью для получения детьми опыта, закрепления навыка, обобщения полученного опыта и использования его на дальнейших возрастных этапах, то есть расширении и усложнении этого вида деятельности. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре, так как игра является важнейшим видом детской деятельности. Она оказывает многогранное влияние на психическое развитие ребенка. В игре дети овладевают новыми навыками, умениями и знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и волевое развитие ребенка. Вне игры нет воспитания личности. Вот почему даже самые простые вопросы, почему дети играют, когда впервые возникла игра, как игра влияет на развитие ребенка, стали предметом серьезных научных исследований в педагогике и в психологии. Изучением игры и детской деятельности занимаются многие ученые, и в данном случае в списке литературы приведены следующие работы следующих ученых. Это Аванесова, Алексеева, Дружининой, Черняевской, Буре, Михайленко и других ученых. Спасибо за внимание. Всего доброго.